Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 21 июля, день села сегодня у нас. И в этот погожий июльский денек, считай, середина лета, календарного практически, мы попробуем сегодня поймать налима. Не знаю, почему приравняли такую рыбалку к браконьерству. Налим вроде как рыба хищная. Тем более, когда ставишь в продольники, может попадаться и мелочь, и крупный налим, и средний, и всяко разный. То при рыбалке на налима острогой, скажем там охота на налима, есть право выбора. То есть увидел крупный экземпляр, ты его заколол, увидел мелкий, пропустил. Как бы нормально это, и всего налима ты никак не перебьешь. Это надо, не знаю, если сплошняком так встанут каждый метр лодки, будут сплавляться, может быть на каком-то участке, но переколоть всего налима никак ты не переколешь, потому что сплавляется много народу. Каждый один, когда одного, когда двоих, когда никого. На следующий день на том же месте опять. Это так же, как нельзя собрать все грибы, так же нельзя переколоть всего налима. Я считаю, что этот закон, то, что приравняли рыбалку на налима с острогой, не что иное, как очередное изъятие денег с народа штрафами. Никакой ценной рыбы ты не поймаешь, всего налима ты не переколешь, так же, как всех грибов не собрать, всех ягод тоже. Ну, что делать? Мы как сможем, покажем это дело. В общем, будем сегодня, друзья, ловить налима на удочку. Мы его сначала найдем, определим, а потом поймаем на удочку. А потом вам покажем. Но это если мы его найдем, по слухам, народ говорит, налима что-то мало. Кто одного, кто двоих, кто вообще ни одного. Но мы попытаемся. Пока вот мы на фарватере, солнышко село, и пока ничегошеньки не видно. Ждем, когда уйдет туча. И будем смотреть. Рыбалка это очень интересно, с одной стороны, потому что, проплывая, смотришь дно, чего только ты там не видишь. Очень много интересных вещей. В общем, поехали. Поехали. Попробуем добыть сегодня налима. Ну, а если нет, вечерком половим хариуса или покидаем спиннинг. Что-нибудь, да все равно поймаем. Ну вот, друзья, закинул буек. Это бутылка с грузом. Это значит, я увидел первого налима. Проплыл километров 6, наверное, 7 от села. И только первого. Налим не крупный, килограмма 1,5, где-то 2. Ну, нормальный. Первым делом я сейчас попробую показать его вам. Если получится. Ну, а потом уже, не знаю, найду, нет, очень долго буек разматывал. А потом попробую его поймать. Поехали. Вот наш буек. Сейчас мы его объедем. Я метров 100, наверное, спустился. Буек обычно должен быть готовым, но я был не подготовлен. Это обычная окошко, и там было все замотано, пока распутывал. Сплавился, наверное, метров 100. Не знаю, найду, не найду. Если бы, по идее, рыбачить на налима надо вдвоем. Один смотрит, второй за мотором. Одному это неудобно. Но сейчас попробую примерно подняться повыше. Если я его увижу, то вам покажу сначала, ну а потом попробую его поймать. Вон он, буек.
где-то здесь, примерно где-то здесь. Не знаю, получится, не получится его показать вам, потому что одной рукой надо, да и не видно, наверное, нифига. Сейчас попробую одеть экшн камеру. Некогда уже одевать. Не знаю, видно, не видно. Вот через антибликовые попробуем вот так вот. Так, наверное, будет лучше видно. Идем в сторону. Уплыли в сторону. Ладно. Сплавляемся. Течением отнесло в сторону. Так, все, походу потеряли. Да выеживались. Ладно, друзья, попробую еще раз. Так, друзья, время уже 15 минут третьего. Ветер так и не думает утихать. Рябь. Солнце-то покажется, прячется. В общем, пару раз выходил еще смотреть своего потерянного налима. Не нашел. Глубоко вообще дна не видать. Видимость 0. Кидал мушку там. На той стороне часа 2 назад был сход крупного хариуза. Перекусил, пообедал, приехал сюда, кидал. Тишина. И менял мушки, и что только не делал, ничего подобного. Сейчас вот 3 раза была поклевка, 2 раза клюнула, 3-й раз был сход. Предположил, что возможно настало время клёва. Одеваем камеру и продолжаем рыбалку. Сверху желтая мушка, снизу красная мушка. Синюю пока временно убрал. 2 мушки. Перевязался, поставил их друг от друга чуть подальше, потому что постоянно запутывались. О, есть поклевка, Вот он идет хариус. Я надеюсь, что это хариус. Пока идет. Может быть окунь. Не вижу. Хариус. Не зря одели камеру. Получилось запечатлеть. Попал на желтую. На желтую мушку. Ух ты, не брызгайся. Так, у нас зацеп об мотор. Мушкин кот. Вот такая вот желтая мушка плавающая. Сейчас покажу поближе. 2 крючка, ну типа осы. Взяла на нее. До этого было 2 поклевки, исход. Не знаю, это он же или не он. Есть предположение, что просто началось время клёва. Вот еще поклевка сразу же. Сразу поклевка. Пока идет. Вот он, хороший хариус. Вот он. Да тихо ты. Опять взял на желтую. Вот он какой красавец. Друзья. Красавчик. Ох, янцкадан. Удочка в дугу. Опять на желтую. Янцкадан. До этого я, друзья, вам говорю, обкидывал несколько раз все эти места, как будто бы его даже здесь не было.
Как будто бы его даже здесь не было, ни одной поклевки. Вот как будто по команде начались поклевки. Грубо говоря, вот 10 минут третьего. Я сказал. Не знаю, случайность это. О, есть поклевка. Случайность это или совпадение, или закономерность, не знаю ничего. По крайней мере, 2 хариуса, один из них грамм под 800 нам уже удалось выдернуть. Опа, есть поклевка. Сход. Так что мушки не виноваты. Просто у них походу наступает время обеда, и они начинают клевать. Надо упорно ждать, потому что бывает время обеда очень скоротечно. Давайте посмотрим еще один раз нашего красавца. Вот он вот такой вот наш печорский хариус с коротким плавником. Вот такой красавец. Отдает синевой. И, конечно же, запах. Неповторимый запах нашего. Есть сибирский хариус с высоким плавником, а есть европейский наш хариус с коротким плавником. Парус у него маленький, но от этого он... Опа, есть! Поклевка была. У меня же выдернуло с рук. Нужны тройники, мушки, тройные мушки. У меня все мухи с одним крючком, и по этой причине очень много сходов. Нужны тройники. У меня есть несколько тройничков. Санька Мазаев я дарил мне их, но они очень-очень маленькие. Оп. Не хочется их ставить. Ладно, зимой их поставить, там была поклевка. Не хочется ставить, потому что будет очень много мелочи попадать, а мне она ни к чему. Будет просто раниться лишний раз. Нужны крупные тройники. Ну-ка попробуем на эту сторону. Здесь тишина. Именно на фарватере, где глубоко, там поклевки. Будем ловить там, где клюет. Вот, закидывая на сам фарватер, на самое глубокое место. Или подошла просто стайка, я не знаю. Но поклевки были. О, есть. Опять сход. Опять была поклевка и опять сход. Считай, там же. Походу там стоит стайка. Потому что нигде не клюет, только в одном месте. Ладно. Наша бомбарда летает далеко. Будем ловить там, где клюет. Пока клюет. Попробуем помедленнее проводочку сделать. Была поклевка небольшая. Тюкнул. Все. Так, здесь побыстрее, чтобы время не терять. Ох, еще дальше. Опа, есть. Есть, друзья. Пока есть. Так далеко тянуть. Они на самом фарватере. Ну и ладно, бог с ним, с этим налимом. Как-нибудь другой раз. Так, не вижу, где он есть. Так, пора, наверное, поднимать уже.
Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Красавец. Ай, какой он хороший, а. Так. Тихо, тихо. Опять на желтую. Опять на желтую. Сегодня работает желтая муха. Тихо, 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 тихо. Какой ты сильный. Попал хорошо за нижнюю губу. Тут два крючка. Вот. Красавцы, все на стандарт. Не меньше полкило. По-любому грамм 700-600. Вот первый может быть около полкило. Эти два вообще красавцы. Это здорово, друзья, здорово. 3 штуки это уже хорошо. Вчера 3 штуки таких харюзов сделала мне и жаровку, и малосолочку. Есть поклевка, есть поклевка. Есть поклевка хорошая, опять хороший вес, чувствуется хороший. И сегодня даже Ромка приезжал утром, так где-то, не вижу, утопил. Пора, наверное, пора. Четвертый, друзья, четвертый. Это за верхнюю. И опять желтая сработала. И опять сработала желтая муха. Желтая муха сегодня рулит. Не зря я ее поставил. Вчера ловил только на красную и синюю. В основном. Сегодня всякие разные ставил. Вот пока нашел. Клюет не на перекате, а на фарватере, на глубине. Видать, подошла стайка крупняка. Хариус как на подбор, стандартные. А к перекату подходишь, уже нету. Так, у нас камера не забрызгана случайно? Вроде нет. На самом перекате рыбы нет. Тут, наверное, все, которых укололи уже, шуганные, перешуганные, а там, походу, пришла стайка свежих, голодных кабанов. Опять закинул на середину, почти до того берега. Все, по самому есть. Была поклевка. Была поклевочка. Еще поклевочка. Но это не крупные, что-то не крупные. Так, подергивает. Мимо. Так, ну ладно, пока выключаемся, друзья. Рекламная пауза. До первой поклевки. Друзья, поклевка. Только выключили камеру, сказал до первой поклевки, и вот она уже последовала. Хороший, отпускаю ниже, утопил. Так, где ты? Тебя мне очень не хватает. Так, где-то, наверное, рядом уже. Так, все. Нет, вот он. Какой бляха-муха. Вот здесь был, бляха-муха, такой кабан. Так, мушку хоть не убрал? Нет, мушки на месте. Буквально не хватило 2 сантиметров, чтобы сюда перевалиться. Вот он здесь уже был, вот. Лодка аж мокрая, сырая вся. Ай, здоровый, самый здоровый был.
килограмм, ну грамм 800 как минимум был, наверное. Утопил. Я думал, он ближе находится. Начал уже поднимать, а он, оказывается, еще далеко, не хватило немного. Чуть-чуть задел лодку, и этого хватило, чтобы он сошел. Почему я не пользуюсь подсаком? Да потому что... О, есть поклевка. Есть поклевка, да потому что неудобно одному. Когда вдвоем, да, один тянет, второй с очком. А когда один, это очень-очень неудобно. Лучше пробовать на удачу. Вот как сейчас вот. Вот так вот. Так, иди сюда мы. Опять желтый. Пятый, друзья. Пятый кабан. Все красавцы, как на подбор. Все зачетные. Ни одного мелкого. Это радует. Один ушел. Ну, тут, конечно, самый крупный был. Один ушел, зато второй пришел. 100% там на фарватере подошла стайка, скорее всего, и трется об камни, потому что здесь вот на перекате нету нифига. Ладно, сделаем паузу, скушай конфетку. Есть поклевка, хороший здоровенный хариус. Вон он клюнул очень далеко, я сплавил леску, вот, идет поверху идет, хапнул воздуха. Тихо, ты пытается утопить. Все, опять поверху, вот он. Что, пробуем? Вот так вот. Наш. Слабовато был зацеплен. Опять на желтую. Желтый осарулик сегодня. Желтый оса рулит. Красную морковку никто не хочет сегодня. Также кинул вот на фарватер и начал сплавлять потихоньку, немножко подтягивая, клюнул аж вот там вот ниже. Видать, эту стайку я все выловил, которая подошла. Больше здесь поклевок нет. Ищем других голодных. Хариус есть, он есть здесь это 100% есть, потому что нет, добывают всплески. Но он сытый, он не хочет брать, он вообще. Так, едет лодка, пока выключаемся, у нас не клюет. Тем временем надвигается туча, дождь, вон идет. Скоро нас будет мочить, вон дождь. С трех сторон идет дождь. Для земли это хорошо, для лесных пожаров это хорошо, потушит. Для меня это не очень хорошо. Туча уже надо мной. Так что сейчас сделаю еще один заброс и буду готовиться к дождю. То есть прячу всю свою одежду, аппаратуру в бардачок. Взял с собой целлофановый мешок, натяну на себя и попробую переждать так. Плаща ничего не взял. Заказал плащ у ЗК в Альберисе. Дешево и сердито. Ну как дешево там? Рублей 700, наверное, 600. Но пока не привез. Так, все, друзья, пока выключаемся. Рекламная пауза. Будем готовиться к непогоде. Все, пошел дождь. Пора одеваться. Был бы плащ,
плащ, одел бы плащ, и можно было бы продолжать рыбачить, но у меня плаща, к сожалению, нет. У меня просто целлофановый пакет большой. Большой целлофановый пакет. Так что сейчас я его одену и буду пережидать. Все, полил капитально. Одеваем пакет. Блин, а с пакетом-то никак будет порыбачить, ладно. Мокнуть точно не будем. Так, это спасалка. Вот сейчас сюда вот сядем. Такой вот пакет. Можно было и мусорный пакет. Вот. Попали. Надеюсь, это будет недолго. О, не повезло тем, у кого сенокос, а? Все намочило. Вот там уже прояснение, видать. Темень ушла. Ладно, друзья, пока выключаемся, перейдем. Как пройдет дождь, будем рыбачить дальше. Рано радовались. Вторая партия подошла. Вообще капитальный ливень. Ну, вроде прошло. Фу, теперь задохнулся. Вот такой вот кусок целлофанки спас меня от дождя. Так бы был насквозь сырой. Но немножко не хватило, ноги стали сырые. Но это все ерунда по сравнению с мировой революцией. Главное, сам сухой. Дождь еще идет, но он уже не поливает, он уже так слегонца. Этот дождь уже нам не страшен. В два подхода, один раз прошел. Ну, после дождя должно клевать как с пистолета или с пулемета. После дождя. Нифига. Нет поклевки. Нас случайно не унесло ветром никуда с места? С клевого места? Вроде нет. Ладно. Ждем поклевок. Опять полил дождь. Опять полил дождь. Но у нас была, друзья, поклевка на желтую муху. Опять же на желтую. Походу вторую тоже придется цепляться. Вот где-то здесь была. Вот здесь была поклевочка. Он не укололся, он просто промахнулся. Все, больше не хочет. Все, что-то активность пропала. Такой хороший всплеск был. Может быть, тот, который ушел. А что, все возможно. Немного оклемался и все, вперед. Сейчас
попробую навести на ту точку. Вот где-то здесь, чуть ниже. Где-то вот там было, чуть-чуть ниже. Попробую так. Не хочет. Блин. И тучи-то нет уже, и мочит все равно. И в мешке сидеть неохота. Надеюсь, назад не пришла эта туча. О, есть поклевка. Есть поклевочка. Ну, это не очень крупный такой середнячок. Или просто спокойно идет. Да не, нормальный. Нормальный хорюс. Хороший. На красную взял. Взял на красную. Вот так вот. Чуть-чуть поменьше, чем те кабаны. Зачетный, все равно зачетный. Энскадан. Дождь идет, а мы скирдуем. Нет дождя, домой. Пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи. Опа, есть поклевка. Под дождем, когда клюет, прекрасно находиться. Особенно, когда хорюзок хорошо ловится. Ловится, ловится, ловится. Прекрасно. Так, этот походу на желтую. Где-то уже рядом. Вот иди сюда, ух ты. Опа. Красавец. Красавец, друзья, смотрите, какой красавец. Во. Энскадан. О. Вот это я рыбалка, вот это понимаю. Да пофиг этот дождь. Реально пофиг. Сегодня рыбаков никого нет. Ну, к вечеру-то потянутся. А мы уже немножко обловили. Ну, ихнюю рыбу я не поймаю. Они свою поймают. Я ловлю только свою. Опа, есть поклевка. Вот она, поклевочка. Опа, хороший хорюс. Вот он как. Опять на красную, что ли, попал? Их два. Опа. Обрыв. Оборвалось. Что-то оборвалось. Ничего не оборвалось. Здесь два крючка. Здесь все нормально. Просто сход. Это был просто сход. Здоровенный кабан. Давненько так уже не рыбачил. Красота. Вот здесь вот есть хорюс. Он показал себя. Он здесь есть. Он здесь. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Но брать не хочет. Ладно. Я упрашивать тебя не буду. Если ты клевать не хочешь, попадешься к какому-нибудь другому. Опа, есть. Бля, нету. Была поклевка. Есть. Нету. Да что такое? Два раза поклев. Есть. Третий раз. Третий раз ударила. Пока идет. Вот она. Вот она идет. Как... Опа, опять сход. Да ёшкин ты кот. Блядь,
Нужны тройники. Тройники нужны, очень много сходов из-за этих одинарных мушек. Нужны тройники. Ладно, что мое, то не уйдет. Поклевка, друзья. Поклевочка. Попробуем тянуть потише. Нормальный такой, хороший хорезина. Выскакивал, делал свечку. Попробую воду отпустить. Далеко еще? Блин, ах ты, вот он какой. Хороший. Пока сидит. Пока сидит. Все. Опять собирается. Ах, вот он. На красную попал. Пробуем. Есть наш. Смотрите, какой он красивый, а. Смотрите, какой он красавец. Энскада. Фу. Дал понервничать. Из самого далека, вот оттуда, из-за фарватера тащил. Боюсь подъехать. Во-первых, может, могу испугать эту стайку, которая там стоит. Во-вторых, угол будет не тот и не будет брать, потому что здесь же вот не берет, хотя хариус есть. И вот тоже мушку надо тянуть под определенным углом, когда он не берет. Вот здесь вот показал вот хариус себя, что он здесь есть. Вот прыгнул, он никуда не ушел. Он здесь есть. А брать не хочет. С той стороны вообще как будто его нету, но он там тоже есть. Его вот не видно нигде. Там чуть помельче. Может быть, хариус будет мельче. Мелочь нам не нужна. Не хочет. Ладно, до следующей поклевочки. Вон, там. Показался. Попробуем дотянуться. В принципе, достал. Даже чуть дальше закинул. Намного дальше, метров на 20 дальше, чем он был. Вот так где-то сейчас. В его зоне. Что-то было похоже на поклевку. Нет, мимо. Мимо, все, пролетели. Так. Был всплеск хариуса, промахнулся. Сейчас попробуем навести на него. Где-то вот там. Где-то там. Не попал. Что-то перестало. Активных походу выловили. Сейчас раз 10 еще закину. Буду менять место. Едет казанка. Очень медленно что-то. Мушку гоняют, наверное. Гоняют мушку. Вот и ближе к вечеру начали приезжать рыбаки. Здесь 2-3 лодки как минимум будут, наверное. Клевка, друзья, хороший кабан. Идет верхом, пока верхом. Вот он как корабль идет.
Все, теперь он начнет ерепениться против течения. Вот он, свечка. Попал на желтую, там двойник. Иди верхом. Что, пробуем? Наш хороший мой. Когда за язык попадает, видать, им больно. И они не заглубляются, идут верхом. Казанка все ближе и ближе. Так, друзья. Ветер немного стих. Надо сходить посмотреть на лимчика. Вот здесь вот был всплеск хариуса. Был всплеск. Нет, не попали. Там и второй еще был. Вот так вот здесь, вот где-то здесь. Вот здесь. Тоже мимо. Все. Ветер затихает, уже хариус хуже начинает брать. Надо воспользоваться моментом, пока солнышка и ветра нет. Глянуть нашего налима. И потом уже опять вернуться к нашим хариузам. Сейчас еще проводочку, поднимаю якорь, все, еду смотреть. Может быть, найду. Есть, была поклевка. Была поклевочка. Все. Выключаемся пока. Как уйти, когда везде начал плескаться хариус? Вот интересно, вот ветер стих, да? Он начал везде плескаться, а мушку не берет. Хороший вот здесь только что плесканулся. Вот здесь вот. Знаете, долго. О, есть. Нет. Промазал. Только что хотел сказать, долго упрашивать не буду. И он поднимался. Ну, коль так, давай еще пару раз закину. Экземпляр хороший. Не меньше полкило. Мимо. Так, друзья. Берем перерыв по хариусу. Попробуем найти нашего налима. Ага, дно вроде бы просматривается. Хреново то, что здесь глубоко. Какая-то фигня подводная. Ух ты, какой здоровенный. Я не пойму, это кусок бетона или что. Просто здоровенный кусок бетона. Вот попасть сюда. Так. Налим у нас где-то был правее. Так, очки одевать не буду. Вроде и так видно. С очками, конечно, лучше. Так. Так. Где же ты мой? Раз проплыву без очков. С очками все-таки бликов меньше. Вот этот верхний блик, как бы он просвечивает. Ладно, пока шуметь не будем. Глубина и темное дно, налим темный. Очень сложно его заметить.
попробуем. Попробуем. Так, идем прямо на бутылку. Потом левее бутылки сплавимся. Потом правее бутылки. О, окунь вроде бы проплыл. Окунь. Так. Вот они, типа плиты. Блин, прямо на бутылку. Не надо нам на бутылку. Так, плиты. Блин, четко же я видел его. Был на этих плитах. Тут их огромное множество. Не понял, вроде налимчик был небольшой. Слева от бутылки. Такой килограмма на 1,5. Тупорылая утка. Летела. Я с руки вот так вот взял просто. Она хлоп села и нырнула. Вот она вот вынырнула. Вот она. Утенок еще, видать. Но летает. Так. Тем временем у нас уже 4-я попытка. Или 5-я, не помню уже. Солнце скрылось и опять ни хрена не видно. Бликует и все. Не... А без солнца никак. Ни хрена не видно, что творится. Тут вообще никак. Походу сегодня налим этот не мой. Не фартит нам сегодня насчет налима. Опять набежали тучи, спряталось солнце, поднялся ветер. В общем, не нашел я его. Ну и ладно. Значит, не мой. Выйдет солнышко. Если еще выйдет, то я еще разик попробую поискать. Ну, а нет, так нет. Попробуем покидать мушку. Не везет с налимом. Может быть, с Хариусом повезет. Немножко переехал на другое место. Прямо на фарватер, где у меня были поклевки. Пока тишина. Теперь здесь до того берега можно даже докинуть. О, Печора, да? Можно стоять на середине и бомбардой пулять левый и правый берег, обкидывать всю речку. Обмелело капитально. Так, ну все. Клевое время прошло по ходу. Ну и ладно. Улов у нас вполне достойный. Вот 10 штук вот таких вот кабанов. Вот такие красавцы сегодня у нас. Отличный размер.
Сегодня даже больше, чем вчера. Вот так вот. Молодцы мошенники. Только что был звонок, типа со Сбербанка, что с моего номера была типа подана заявка на смену финансового какого-то номера. Я рассмеялся им в лицо. Ну а удочка-то... Удочку тем временем просто так вот отложил, потому что телефон был глубоко в сумке. Ну, а кто мне звонит? Взял номер и мне такое лечат. Я говорю, да пошли вы. Подхожу к спиннингу, а у меня тук-тук-тук-тук-тук. Очередной хариус, красавчик. Не такой кабан, но нормальный, приличный. Грамм 400 как минимум есть. Хороший, зачетный хариус. Тем временем у нас поднялся ветер, солнышко спряталось. Но с одной стороны хорошо, когда пасмурная погода с ветром, это... Так вот, у меня села батарейка, не успел договорить. Никогда, друзья, не ведитесь на уловки мошенников. Они даже на рыбалке, как видите, достают со своими прибамбасами. Смена финансового номера. Кто-то запросил, типа, и служба безопасности заподозрила, что это может быть ай-яй-яй-яй-яй, как для меня. И дай-ка ты мне свои паспортные данные, и дай-ка ты мне свои лицевые счета, и мы все сделаем как надо. Да пошли вы, кобыля, в трещину, блин. Да, сейчас полный расклад, я все рассказал и все сказал, блин. Не надо ругаться, просто бросайте трубку, да и все. Можете поизмываться, если есть желание. Мошенников развелось куча. Работать никто не хочет. Все хотят халявные деньги. Так, тем временем, походу, надо уже сматываться. Вот идет очередная туча. Клев прекратился. Да и хватит на сегодня. Вон 10. Вот 11. Вон 11 харюзов. Пол ведра. Отличный результат, я считаю. Так что последний заброс на сегодня. И сматываем удочки. Как всегда, закинул на середину фарватера. Бомбарда летит. Если при желании постараться, может до берега долететь. Так, свою порцию мы сегодня взяли. Надо и другим оставить. Налимчика второго не нашли. Ну и бог с ним. Как-нибудь, если получится, приедем, еще поищем. Если будет солнечный, без ветра. А одного налимчика мы все-таки поймали. И это хорошо. Все, сматываем удочки. Так, ну что, друзья, все собрал. Подводим итоги. Сегодня у нас 11 вот таких вот харюзов хороших. Вот таких вот красавцев. О, сколько тут сантиметров? 20, сантиметров 35, наверное. Около 37 сантиметров. Этот около 30. Нормально, шикарно. И такой вот налимчик около 2 килограммов. Я считаю, вполне приличный улов. Я доволен. Как-нибудь еще приедем. Надолго не прощаемся. Скоро сенокос. А там видно будет. Спасибо, что были со мной. Всем спасибо. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.